У войны не женское лицо, но в тяжелейшие для нашей страны времена эти женщины проявляли стойкость, мужество и героизм. У каждой из них своя сложная история, они матери и жены героев, которые не вернулись с поля боя, защищая родину. Прошло 30 лет после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Они научились жить с болью и воспоминаниями, а еще быть сильными и никогда не сдаваться. Позабыв о себе, они воспитывали детей, работали и в одиночку поднимали их на ноги. Сегодня, впервые за долгое время, у них появилась возможность отдохнуть. В благотворительной организации «Киарас» был организован проект, в рамках которого супруги и матери ветеранов могут провести оздоровительный отдых в Самшитовой роще, а еще посетить красивейшие места нашей страны. Роза Гогия потеряла двоих сыновей – Муртаза и Тенгиза. Вначале на фронт ушел старший сын Муртаз. Младшему Тамазу было всего 17, но он тоже решил идти защищать родину. В тот день, вспоминает мать, чтобы младший сын не ушел воевать, она постирала практически всю его одежду. Муртаз с фронта не вернулся, а Тенгиза не стало, когда ему было 37 лет. После войны он много болел. Имудзитом царай бешрей звонокзы и рубус шустрина камет якун еще даже я вас апартолет кушаваз хварцак замыз 12 часов тқочали арцакун я хварцак замыз тахай рай чику бередачен адзиршамзи чику бередачен сархас шанани айцбуси тенку апартолет квайт они саснека снама только загизгна на дидзас лицербазе дымцарца. Супруг Людмилы Поповой, герой Абхазии, Резо Гоги, одним из первых встал на защиту родины. Прикрывая своих боевых товарищей, погиб в первый же день войны, 14 августа 1992-го. Женщина осталась с 3 малолетними детьми на руках. Когда пошли вот эти грузины, они в Арчели поехали с группой, должны были взять какое-то подкрепление. И вот на повороте, Чемчерском повороте, вот там он оставил группу, пошел к Арчели, должен был вернуться с кем-то, попал в засаду. И сказал, что вы отомстите за меня, я вас прикрою, иначе мы все погибнем. То есть он прикрылся? Да. У меня 3 детей, 3 девочки, 8 лет, 3 года и 2 года. Всех воспитали, всех подняли. На абхазском языке говорят, разговаривают. На тот момент им было, да? 8 старшей и 2 года маленькой. Да. Положительные эмоции, фотографии и экскурсии. Женщины рассказывают, что впервые за долгое время им удалось отдохнуть и провести время в оздоровительном комплексе. Автор идеи – соучредитель благотворительного фонда «Киарас», супруга героя Абхазии Мушни Хварския Наталья Милованова. Собрав списки женщин со всех районов страны, она вместе с коллегами из «Киараза» взялась за работу. Проект стартовал в январе 2023 года. Тогда в течение недели в Самшитовой роще отдохнули и прошли оздоровительные процедуры 6 человек. Сейчас 9. Проект получил финансовую поддержку от государства. В завершении отдыха была организована экскурсия в Рицинский национальный реликтовый парк. Данный проект будет иметь продолжение. Многие из этих женщин до этого не были знакомы, а сегодня не могут представить и дня без общения. Перед отъездом они долго не могли расстаться и наговориться за уютным столом в абхазском дворике на Рице, в котором их гостеприимно приняли. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.